Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем вам по судьбе предстоит встретиться? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, с кем по судьбе предстоит вам встретиться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Не все и не у всех отыграется. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь несколько разных встреч, и сейчас я вам о них расскажу. Давайте начнем, наверное, с этого фрагмента в правой стороне. Встреча ключевая, встреча, которая помогает вам в вашем развитии. В работе, в бизнесе, может быть, в принципе, в поиске работы, в нахождении хорошего рабочего места. Опять же, улучшение, увеличение прибыли. Вам тут встретится очень юркий, шустрый человек. Это может быть и мужчина, и женщина. Но больше идет энергия парня, да, молодого парня. Такого, знаете, делового, яркого, активного. У него рот не закрывается, он очень много говорит. Интересно говорит, человека можно просто заслушаться. Это человечек. Во-первых, вы этому человечку очень понравитесь. Это первый момент, самый главный момент. Так обычно этот человечек свои знания не раздает направо и налево. Он их обычно продает. А тут симпатия, тут интерес, захочется произвести на вас максимально благоприятное впечатление. И этот человечек вот просто вот он землю ест, и всячески вам там все рассказывает, помогает, каким-то людям подводит, с кем-то знакомит, где-то вас рекомендует. Очень-очень много для вас делает именно в плане вашего развития. Личного развития, бизнес-развития, карьерного развития, либо поиска работы. Встреча у вас идет случайная, но с очень такими долгими последствиями. То есть человек для вас максимально выложится, сделает. Может быть, вам какой-то разбор бизнеса сделает, может быть, какие-то подсказочки даст, что-то исправит, поправит, с нужными людьми познакомит. Да, вот такую вот суету наведет. Еще с этим человеком вы по жизни будете постоянно общаться. У кого-то из девочек отыграется, что у вас будет страстный роман с этим человеком, а у других отыграется, что у вас будет такая односторонняя влюбленность. Да? Этот парень будет в вас влюблен, но вы, допустим, вы не свободны, либо он вам не по вкусу, да, не ваш типаж, хотя парень очень симпатичный, очень красивый, там, хорошо одет, пахнет вкусно, умеет с женщинами обращаться. Все бывает в жизни, да, может, слишком сладкий покажется, приторный. Вот. И он будет в вас всю жизнь влюблен. И всегда он будет рад прийти к вам на помощь, поддержать, помочь, подсказать. В такой, знаете, простите за слово, как мальчик на побегушках получается. В хорошем смысле, не в плохом, в хорошем. Я считаю, что вы здесь очень многое обретете после этой встречи. То есть парень будет стараться. Но если вы любовниками станете, девчонки, он такой страстный, он такой классный, он такой заботливый, вы точно не пожалеете. Он тут вам и в развитии помогает, и плюс еще тут такая любовная параллельная история идет. Хорошенький, симпатичный, хороший, действительно деловой, активный, стоящий парень. Вот. Понравится, будете любовниками. Не понравится, будет вас любить вечно и будет вашим как парнем на побегушках. С левой стороны у вас встреча с кем-то, кого вы знаете, причем давно знаете.
Может быть, даже давно не виделись. Когда-то вот вы общались, либо, может быть, даже в отношениях были. Ну, такой человечек знакомый, да, не чужой, знакомый мужчина. Человек, который очень сильно изменился. Изменился он в какую-то лучшую сторону, в лучшую из сторон изменился. Ну, допустим, если там бухал как не в себя, либо вел какой-то асоциальный, аморальный образ жизни, то человек стал степенным таким семьянином, может быть, даже в религию ударился. Если человек был очень робким и стеснительным, наоборот, стал таким активным, пробивным, высоких пиков добился, да, может быть, карьеру очень шикарную сделал. То есть вы этого человека даже, возможно, и не узнаете. А как узнаете, так и ахнете. Скажете, ну там даже кто бы мог подумать, да, каким ты был и каким ты стал. И вы знаете, этот человек вам что-то расскажет, какой-то тайной поделится. Может быть, человек в свое время вам чего-то не сказал, а вот сейчас именно расскажет. Эти слова произведут на вас невероятный какой-то эффект. Очень многое поменяет в ваших взглядах, в ваших мыслях и, возможно, даже в ваших мечтах. То есть слова, да, человек словами вам что-то говорит, и вы прям такая, ничего себе, да, как прозреваете. Я не вижу, чтобы с этим человеком у вас что-то там случилось такое конкретное, но вижу, что человек возвращается в вашу жизнь ровно для того, чтобы сказать вам какие-то очень важные слова, открыть какой-то важный секрет, поделиться какой-то важной информацией. Вы можете смеяться сейчас, но поверьте, эти слова, они ценнее, чем золото, ценнее, чем бриллианты. Вы потом этому человеку всю жизнь будете благодарны за эти слова. Тайна, секрет, важная информация. Что-то такое скажет, что повлияет и на судьбу, и на вашу жизнь. Такая случайная встреча при странных обстоятельствах, короткий разговор, но вот такой вот результат. Но встрече вы оба будете рады. Вам прям особо будет интересно, да, вот все перемены, вы будете рассматривать этого человека. Но вы там поменьше рассматривайте, лучше слушайте повнимательней. Да, слова, тут идут слова. Так, еще. Вижу мудрого человека. У человека шапочка какая-то на голове. Но это либо служитель культа, ну, либо это какой-то, не знаю, там, профессор, врач, какой-то научный сотрудник, может быть. Грамотный человек. У него голова большая и набита знаниями, информацией, знаниями. Но мне почему-то кажется, что это как-то связано с медициной. Медицина. Вот тут вас высшие силы сведут для того, чтобы этот человек вам помог. Болезни бывают разные, бывают болезни тела, бывают болезни души. Чем бы вы ни болели, либо чем бы ни болели, не дай бог, ваши родственники, вот этот умный человек, он может помочь. Легко, быстро и недорого, что, кстати, очень важно. То ли какой-то крутой врач, специалист, да, какого-то высшего эшелона. К этому человеку так просто не попадешь. А вам повезет. А вам повезет, случайным образом попадете. Случайным, совершенно случайным. Вы потом, когда узнаете, кто этот человек, вы прямо шахнете, скажете, ну надо же, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать. Какими-то очень простыми словами, очень просто, душевно и понятно этот человек вам поможет. Да? И объяснит, и расскажет, и не супер какие-то там дорогущие средства, лекарства будет предлагать, а что-то прям такое рядовое, обычное, дешевенькое. Но главное, что очень эффективное. Очень-очень эффективное. А может быть, вы нацелены, например, на какую-то операцию. Вам какой-то дурак сказал, что нужно операцию делать, и вы теперь думаете, господи, где, что продать, да, где денег взять, чтобы операцию выполнить. А этот человек скажет, зачем тебе операция? Мы сейчас вот тебя какой-нибудь там терапией поддержим, да, какими-то медикаментами обойдемся, справимся. Но вы действительно поможет. Действительно, очень умный человек. Так, еще одна встреча с кем-то очень богатым. Человек богатый, но абсолютно некультурный. А знаете, вот такие вот эти новориши. Вроде денег заработал, а мозги себе забыл купить. Такое поведение, вот знаете, на оторви и выбрось. Такой, знаете, хозяин жизни. Вот.
хозяин жизни. Кстати, не очень симпатичный человек, там явно что-то с лишним весом будет, либо лицо само по себе такое, знаете, бывают люди худые, а лицо круглое, еще щеки такие, например, красные, да, розовые, красные. Ну, неприятный человек, хамское поведение. Этот человек попытается вас как купить, вы извините за слово, но вот вижу, что будет покупать вас, вашу любовь. Там за руки вас хватает, говорит, вот назови мне цену, я заплачу, да, сколько скажешь, заплачу, а у меня денег много. Знаете, может быть, вы сейчас и хотите мужчину, ну, с деньгами, да, вот прям сидите и думаете, хочу богатого, да, чтобы у него были деньги. Но когда вы с таким богатым встретитесь, вы ужаснетесь, вы скажете, да нахрен оно мне все надо, мне нормальный нужен, нормальный, адекватный, с кем приятно, с кем интересно. А не вот эта наглость и вот такое поведение фамильярное. Да, девчонки, будут пытаться вас добиться любой ценой. Как за ценой не постоим, но это будет крайне отвратительно и крайне неприятно. Такой человек. Так он еще будет за вами ходить, он будет вас преследовать. Как впечатлился вами, как влюбился в вас. И все, хочу ее, да, вот такие мысли. Да, еще где-то придется вам немножко попрятаться, либо кого-то просить, чтобы вас сопровождали. Ну, потому что мужик очень приставучий. Но деньги есть, ума не надо, да. Могу все купить, либо он так привык, что он все покупает. А вы такая, нет, дружочек, только не со мной. Ну да, у вас немножко взгляды поменяются. Поймете, что богатый еще не значит, что нормальный, и с богатым можно построить отношения. Бывают ситуации, когда и денег не хочется, да. Ну вот вы как раз-таки это все прочувствуете. К сожалению, но вот такой опыт идет в вашу жизнь. А может быть, потому что мечтали о богатом. И вам как будто бы высшие силы показывают. Смотри, богатый не значит хороший, да, это не равно хороший в таком ключе. Ну, такой опыт вас ждет. Такой опыт. Правильные выводы сделаете. И даже, ну, как поменяете свое мнение, отношения. Так, дальше идем. Мужчина военный, либо в какой-то форме. Да? В форме у нас кто? Полицейские ходят, железнодорожники, всякие там пилоты, морячки. Человек в форме, униформа. Но у кого-то прям точно военный будет. Мужчина будет оказывать вам знаки внимания. И плюс еще от этого мужчины какая-то вам помощь придет. Какое-то дело для вас сделает. Чем-то вам поможет, в чем-то вам поможет. Мужчина в форме. Но, если честно, я вижу, что его посылают именно как разово помочь вам. Либо какое-то дело должен сделать. Замять, сделать, доделать, исполнить. Что-то вот в таком ключе. Мужчина симпатичный, мужчина такой, знаете, с выдержкой, дисциплинированный. Ну вот характер у него такой, знаете, немножечко жесткий. Но опять же, да, люди, которые носят форму, особенно если военные, как там говорили, да, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Но вот есть, вот как отпечаток на нем есть. Слишком серьезный, либо слишком суровый. Ну, вот в таком ключе информация. Но у вас то ли какой-то романчик с ним приключится, пока он это дело свое не сделает, какую-то помощь вам не окажет, то ли просто такая взаимная симпатия будет. Вижу, что это опыт, и потом будете вспоминать этого мужчину с ностальгией. Ну и он также вас будет вспоминать. То есть вы встретитесь ровно, ну если так говорить, в формате жизни, вы встретитесь ровно там на 5 дней, на 5 минут. А он свое дело сделает, как какую-то услугу окажет, либо действительно помощь вам окажет, и потом его куда-то призовут, увезут, куда-то он уедет. Возможно, кто-то из вас будет с ним общаться по переписке, там, смс-ками, но так, чтобы еще раз встретиться, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но услугу, помощь он вам точно окажет. Неплохой, но видите как. Разового характера мужчина. Бывает, все бывает. Так, дальше идем. Какое-то большое мероприятие праздничного характера. Кстати, это не первый раз я такое вижу. Праздник, большой праздник. Люди веселятся, музыка, столы накрыты. Либо какое-то представление идет, цветы. Люди в хорошем расположении духа, еще немножко пьяненькие.
на веселе, да, не пьяненький, а на веселе. Банкет, именины, юбилей, корпоратив, свадьба, может быть, даже крестины, да, вот какой-то праздник идет. На этом празднике женщина встречает своего суженого, причем у вас даже в этот день, накануне этого даже дня, будет какое-то предчувствие, что что-то должно случиться, что-то должно случиться. Вы будете думать о плохом, что случится типа плохое. Что-то я растревожилась, значит, плохое случится. На самом деле случится хорошее. Вы встретите мужчину, с кем вы пойдете вместе по жизни, с кем у вас будет и любовь, и счастье, и законный брак. Здесь как случайная встреча получается с очень серьезными последствиями. Вот именно на празднике решили вас свести высшие силы, подвести друг к другу. Будет много людей, но вы друг друга сразу на друг друга сразу в толпе обратите внимание. Вот он смотрит только на вас, вы смотрите только на него. Вас к друг другу со страшной силой тянет, вы начинаете общаться слово за слово, понимаете, что вы не можете друг без друга, да, как вы все это время друг без друга жили. Первой встречи не захочется больше расставаться никогда. Хорошая пара из вас получится, хорошая. И вот момент вашей встречи, ну вот он праздничный. Вот как вы встретитесь, познакомитесь, так и жизнь проживете, да. Праздник, да, ощущение праздника. Вы ему дарите, он вам, и вместе вы праздник постоянно создаете. Ну, очень классная картинка. Здесь вот и ангелы сопровождают, и высшие силы две дороги в одну сводят, понимаете? Ну, вы друг другу по судьбе. Свою половиночку встретите. Праздник. Так, еще с левой стороны. Но здесь женщина. Женщина, которая опустилась, потерялась. Похожа на бомжиху. Женщина. А женщина раньше была красивая такая, знаете, прям с царскими повадками. Себя царицей считала. И эта женщина в свое время вам какую-то неприятность причинила. Ну, либо она зло вам какое-то сделала. Раньше она была такая гордая, вся такая нарядная была, модная, дорого одетая. А теперь бомжиха. Бомжиха во всех смыслах этого слова. Вы ее не узнаете, она вас узнает. Как не знаю, как прицепится к вам. Может быть, даже денег будет просить на бутылку. Вы на нее посмотрите, скажете: ой-ой-ой, да, вот прям и страшно, и отвратительно в один момент. Вот что с людьми в жизни бывает, а какие судьбы бывают. А я вам так скажу. Эта женщина в свое время лимит терпения, чашу терпения высших сил переполнила. Не только за вас, но и за других людей. Она ведь не только вам гадости делала, но и другим людям делала. Еще и магией какой-то занималась. Вот за это ее прижизненно наказали. Такую жизнь ее поместили, из которой нет выхода. Да? Человек опустился, спился, может быть, там снюхался, скололся, и уже у нее нет варианта никакого восстановиться и зажить нормальной жизнью, вернуться к человеческому обличию. Посмотрите на нее. Может быть, ее вспоминали недавно, может быть, вы думали: вот когда-нибудь я тебе там отплачу твоей же монетой. Да? Может, как-то на нее обиду держали. А как посмотрите на нее, скажете: Господи, спаси и сохрани, да? И сразу и обиды пройдут. Ну, поймете, что жизнь ее наказала. Наказала хлеще, чем кто бы то ни был мог наказать. Вот. И сразу вам и легче станет. И под впечатлением, конечно, будете ходить. Но вижу, что обида уйдет из вашего сердца. Обида, которая очень глубоко в сердце прячется. Как такая заноза выпадет из сердца. Да, бывает, такое бывает, и вы это увидите. Так, еще одна встреча по судьбе с парой. Это пара мужчина и женщина. Может быть, они муж и жена, может, парень и девушка, может быть, они брат и сестра. Ну, либо мать и сын тоже может отыграться. Мужчина и женщина вместе. Может быть, отец и дочь, кстати, да. Люди, с которыми вы будете дружить. Дружить, и очень классные отношения у вас с этими людьми сложатся. Люди, они непростые.
они какие-то творческие, либо очень талантливые. То есть они живут в каком-то своем мире, красивом и прекрасном. Плюс у них еще помимо творчества еще и очень хорошо дела идут. Очень хорошие, замечательные, светлые и прекрасные друзья из них выйдут. У вас как-то дружба постепенно начнет формироваться, постепенно. И, кстати, благодаря этой дружбе вы в себе тоже какие-то таланты откроете, способности, таланты. Хорошие люди, да и вы очень хороший человек. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.